Каждый год 9 мая Юрий надевает свой мундир и приезжает в Северную Осетию. Первым делом он идет поклониться герою Советского Союза Петру Барбашову. Этот скромный военный – родной племянник человека, который в годы войны кинулся грудью на амбразуру дзота, закрыв ее своим телом. Сегодня, в 70-ю годовщину Победы, Юрий Барбашов вновь преклонил колено перед величественным подвигом своего родственника. Это те люди, которые просто-напросто сделали историю. Он не один, их там много лежит. Но все они, каждый сделал свое дело по-своему. И всем честь им. Самое главное – честь. Отдать, и главное, чтобы была память, потому что история без памяти, она мертва. Это все. Спасибо всему народу Осетии за почтение памяти павших воинов. Еще одно уникальное событие. Спустя 70 лет установлено имя одного из солдат, который покоится в братской могиле на территории мемориального комплекса Петру Барбашову. Им оказался Юсуф Татлок, уроженец Республики Адыгея. Сегодня в Северную Осетию приехали его родственники. Все это время они считали красноармейца без вести пропавшим. Личность солдата удалось установить благодаря кропотливой работе сотрудников республиканского МВД. Они и пригласили родных в республику и показали место захоронения. Спасибо, что нашли. Большое спасибо вам всем. Мы очень рады. Отец еще живой, и дядя. Что я могу пожелать? Успокойся. Всем, кто остался, пусть живет и нас радует. Теперь семья Татлок намерена приезжать в Северную Осетию ежегодно. Именно здесь их родственник защищал родину. Имена Петра Барбашова, Юсуфа Татлока, многих других навечно останутся в истории. Но есть и те, кто до сих пор считается без вести пропавшим. И война не закончена, пока каждый солдат не обретет свое имя и вечную память в сердцах и душах тех, за кого он так яростно сражался. Елена Черенкова, Заур Цеов, Осетия ТВ.